Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем новый раздел «Молодежь и средства массовой информации». Сегодняшняя тема у нас муза сатиры. Как вы думаете, что такое сатира? Может, вы знаете? Сатира – это нечто смешное, да, смешное, и есть немножко человеческие пороки. Да, обсуждают человеческие пороки. Сегодня мы должны, наша цель, понимать содержание прозаических, драматических, поэтических произведений, определяя слова, с помощью которых автор выражает эмоционально-оценочные отношения к героям либо к событиям. И еще у нас цель извлекать, синтезировать информацию, делать выводы на основе полученных сведений, выражая свое собственное мнение. Для начала я взяла у нас эпиграф. Сатира – это своеобразное зеркало, в котором каждый, кто смотрит в него, видит любое лицо, кроме собственного. Сатира – это особый способ изображения отрицательных явлений жизни, пороков и недостатков людей. Также сатира является вид комического, отличающийся от других видов юмора, иронии, резкостью, обличения. И в 20 веке с одним из замечательных поэтов-сатириков мы должны сегодня познакомиться. Зовут его Саша Черный. Саша Черный, поэт Серебряного века, переводчик, журналист, автор многих сатирических произведений. Но он писал не только взрослые стихи, он огромное количество произведений написал для детей. Кто из вас подготовил биографию Саши Черной? Нурай. Александр Липер, человек под псевдонимом Саша Черный. Он родился в Одессе. У него были 4 братьев и сестер: Лидия, Владимир, Ольга и Георгий. Будущий поэт увлекался химией и превращал дом в лабораторию. В 15 лет он сбежал из дома и отправился в Петербург. Отец дал ему денег, чтобы он смог снимать себе жилье. Он хорошо учился, но через год провалил экзамен по алгебре и его отчислили. В какое время он находился в Петербурге? 1800. А в 1909 году он был в Петербурге. Хорошо, достаточно. Так, кто еще? Гера, пожалуйста. Известный поэт был очень знаменитый своим прозвищем Саша Черный. Потом его поэты были настолько известны, что некоторые люди хотели с ним поздороваться, останавливали, да? Да. Останавливали на улице. Но, кстати, некоторые провидцы не понравились его поэты, и потом он сбежал со своей супругой в Германию. Потом в Германии он работал по работе и написал книжку у немцев. После этого он в 1908 году пришел опять в Россию. После этого он написал книжку «Сатиры». И «Сатиры». Его взяли в журнал, который называется «Сатирикон». Хорошо, садись. Так, кто еще дополнит? Саша Черный, как я говорила, писал и для детей, и для взрослых. За его стихи сразу при выходе газеты люди в газетных киосках приходили смотреть, просили у кассиров, нет ли Саши Черного, нет ли нового Саши Черного. Его стихи настолько были злободневны, что люди брали газеты, искали именно стихи Саши Черного. Эти стихи нравились простым людям, но они не нравились высшим чинам, потому что в то время, в 20 веке, была цензура. И многие газеты, в которых выпускались стихи Саши Черного, закрывались. Их закрывали. Почему? Потому что настолько в стихах Саши Черного много было иронии, сарказма, где он в обычной каждодневной жизни он описывал то, что не нравилось
высшим чинам, не нравилась цензура. Сейчас мы сегодня познакомимся с двумя стихотворениями Саши Черного, которые называются «Диета» и «Зеркало». Откройте учебники, слушаем. Каждый месяц сроку надо подписаться на газету. В них подробные ответы на любую немощь стада. Богомзорец или политик, радикал или черный раб, гениальный или дурак, оптимист или кислый нытик, на газетной простыне все найдут свое вполне. Получая аккуратно каждый день листы газет, я с улыбкой благодатной, бандероли не скрывая, аккуратно не читая, их бросаю за буфет. Целый месяц эту пробу я проделал, оживаю, потерял всякую злобу, сам себя не истязаю, появился аппетит, даже мысли появились. Снова щеки округлились, и печетка не болит. Безвозмездное владение, отдаю я средства это всем, кто чахнет без просвета над унылым отражением жизни мерзкой и гнилой, дикой, глупой, скучной, злой. Получая аккуратно каждый день листы газет, бандероли не скрывая, вы спокойно не читая, их бросаете за буфет. В то время, как вы знаете, нет интернета, нет ничего. Саша Черный пишет такое стихотворение, а в то время ни телевидения-то особо было. Люди залпом читали газеты, либо слушали радио. А Тысячелетний он говорит о том, что их лучше не читать. На странице 45 есть второе стихотворение. «Зеркало». Давайте прочитаем. Я закончу. Пожалуйста. Зеркало. То в трамвае, как акула, отвратительно зевает, то зевает и читатель над скучнейшую газету. Он живет и в трамвае, дома в бане и на службе, в ресторанах и в экспрессе, и в отдельном кабинете. Каждый день с утра он знает, с кем обедал в Франции, и какую глупость в доме толстый гоблинский смотрит. Каждый день, впивая строчки, он умеет и умеет. Если автор глуп глупее, если умница умеет. Но порою вдруг читатель головой мотает злобно и ругает, как извозчик, современные газеты. К черту то ли дело запай испанские газеты. Вдруг читатель, не ругайся, вынька зеркальце складное. Видишь в нем словечный днем, кто-то хмурый и безликий, кто-то хмурый и безликий, не испанец, а несколько. Но скорее бы испанский, облеченный на заклонение, почитая в глазах найдет многими мысли смехать сердце. Не пойми же, вдруг читатель, современные газеты. Я даю вам листы бумаги, на которых вы должны проделать такую работу. Все видите, да? Запишите тему, идею либо основная мысль. Да? Проблема, которая поднимается здесь. Художественно-выразительное средство найдите в этих стихотворениях. Мы знаем метафоры, эпитеты, да? Все, что вы можете найти, сравнения можно все. И синклей к слову зеркало, диета. Кто какое стихотворение возьмет? А вы читали зеркало? Диета. Хорошо. Вы распределите свою работу, чтобы все. Смотрите, в синклей кто-то пускает два человека пишут, тему идеи остальные. Кто-то ищет эпитеты и метафоры. Давайте распределите как работу. Опс формулу помним, да? Если тему идеи определились, немножко можете задержаться на опс формуле. Опс формула на то, актуально ли это стихотворение сейчас. Нужно ли это стихотворение? Стихотворение «Зеркало», тема чтения газеты. Идея к чтению газеты надо относиться с умом. С умом. Проблема, которую поднимает автор, читатели и газета. С помощью газетных статей дискует создание людей. Художественное выразительное средство сравнение зевает, как акула, ругает, как извозчик. Эпитеты безликий, скучнейшие газеты, толстый Добринский. Метафора, зловещие ответы, впиваясь в строчку.
Раздел 1. Смородил, глупости, обращенный на Согласна. Хорошо. Фразеологизм сморозил глупость. Можете объяснить? Сморозил глупость. Сказал ошибку, глупость, да? Так, хорошо. Теперь у нас осталось синкретик. Так, Теперь слово зеркало. Зеркало настенное, большое, Настенное. хранит, сияет, интригует. 4. Зеркало есть в каждом доме. Правильно. Каждый Зеркало зеркало есть синоним. 5. Стекло. Синоним слова. синоним слова зеркало, стекло. Немножко. Или отражение. Да. Скорее всего, лучше отражение. Да. Еще синклин есть? Нет. Нет, один синклин. Да. Хорошо. Так, сколько слов это успевает? Так, тихо, слушаем. Я считаю, что все повторения где-то нужно и сейчас объяснение. Потому что сейчас многие газеты пишут статью никак не нужны. Ими или перепечатают одно и то же, например, заметки спортивные, один новые статьи, невротические темы. Из этого следует, мы не должны следовать каждому слову в газете, а лучше отказываться от них. Хорошо, вы отказываетесь от газеты, получается, так? Газеты не нужны, получается. Так, это стихотворение «Зеркало» сейчас актуально? Да. Это было написано правда. И сейчас. 21. Хорошо, такой вопрос. Газеты читаешь? Нет. Что больше? Что больше? Сейчас не газет, а телефон, все социальные сети. Хорошо. Ну, послушаем второй вопрос. Пожалуйста. Так, все работали. Да? Если там у нас позицию формула, я говорила. Так, хорошо. Все выступили. Пожалуйста, вторая группа. Дия. Тема отказ от газеты. Идея. Газета отражение жизни. Газета «Отражение жизни» — это тема. Нет? Идея. Идея. Так, хорошо. Отражение. Проблема, которая поднимается автор, чтобы сохранить позитивные душевные или физическое здоровье, нужно сопротивлять человеку отказаться от газет. Так. Художественные средства эпитеты. Что у вас? Какие? На газетной простыне. На газетной простыне. Злобу. Так, хорошо. Членом отражения жизни. Унылым, жизни, отражение. Так. Метафора. Немощь. Стадо. Стадо. Имеется повторяющее аккуратно фразеологизмы. Смысл глупость, обреченная на название. Так, хорошо. Так, что в этом стихотворении интересного? Смотрите. Что-то повторяется, я вам намекала, да? Что-то так повторяется. Какой из 14 какие строчки повторяются здесь? Получаем. Да, тогда у нас повторяется, есть немножко в начале и есть. Угу. Аккуратно закрывая, вы бросаете за буфет. Хорошо. Так, синхрон кто читает? Пожалуйста. Синхрон. Диета полезная, нужная. Распределяет, помогает, способствует. Диета нужна для похудения. Рацион. Так, диета нужна для похудения. Хорошо. Синоним? Рацион. Хорошо. Правильно. Так. Есть еще синхрон? Один синхрон, да. Хорошо. Так, и давайте обскормолку. Позиция. Я считаю, что стихотворение «Диета» актуально сейчас. Объяснение. Потому что газета, как и во время поэта, почитают то, что людям интересно. Многие ищут газеты
светские сплетни. Читатель критикует, что ни в чем не разбирается. Пример. Приведу пример. Во многих газетах почитают одно и то же. Следствие. Можно сделать вывод. Человек зависит от газеты. Человек зависит от газеты. Так ли на самом деле? Давай, кто согласен, мы согласны. Зависим от газеты? Нет. Не зависит. Что говорит Саша Черный? Нужно вообще отказаться. Почему? Почему диета? В нашем понимании диета, как сказал Ярослав, это средство для похудения. А здесь диета как в другом значении дается. Диета. Значит, если мы не будем читать газет, мы что сделаем? У него и печенка стала здоровой, у него и мысли появляются. Одно и то же, когда читает, человек заливает свой мозг пустой, ненужной информацией. Хорошо. Вы прослушали обе группы, да? Попробуйте создать диаграмму Венна. Два стихотворения. Сравните. Вы слушали эту команду, слушали эту команду. Что общего в этих двух стихотворениях? Что общего? Из общего, газета влияет на человека очень плохо. Так, это есть и в том, и в другом стихотворении. Хорошо. Так, отличие? Зеркало. Есть обращение «Друг читатель», 9 строк. Здесь много восклицаний. Так, много восклицательных знаков. Обращение друг читатель. Хорошо. Диета. Диета дается себе отказываться от чтения газеты. 6 строк. 6 строк. Хорошо. Общее что? Газета делает жизнь глупой. Газета делает жизнь глупой. Хорошо. Зеркало. Повествуется от третьего лица авторами. Здесь лингвистические повторы. Есть лингвистические повторы, да? Кому мы говорили? Здесь диета. Используют сложные слова. В стихотворении присутствует сам автор. Хорошо. Здесь присутствует сам автор. Там у нас от третьего лица. Так, жизнь делает глупой. Так, в той группе что сделали? Газета влияет очень плохо. Хорошо. Создайте мне диалог на тему газеты в нашей жизни. 5-4 предложения. Диалог между собой. Мы хотим сказать про минусы и плюсы нынешней газеты. Плюсы газеты в том, что можно почитать и рассказать свои мысли, отвлечься от интернета. Некоторое время можно и нужно уважать тех, кто их писал. Так, хорошо. Хорошо. Потом можно узнавать некоторые информации, что такие информации никто не может знать, даже в интернете не знает. Газета есть. Газета есть такие информации. Хорошо. Хорошо. Плюсы. Да. А потом можно узнать о жизни звездных, знаменитых людей, например. Хорошо. Можно много знать о нынешнем мире, что произошло, что было. События в мире, да? События в мире, во всем мире. Хорошо. Можно и в интернете, но газету, я думаю, что газета лучше. Хорошо. Чтение газет не заменит ничто, да? Хорошо, так, скажи. Теперь я хочу сказать о допустим, Так, минусы. минусы. Во-первых, в 21 веке сейчас молодежь почти не интересуется газетами. Не читает. Не читает. Так. Сейчас очень легко. У каждого даже у ребенка есть смартфон, телефон. Каждый не считаю, что это огромный плюс. Выгодно. Во-вторых, газета многие пишут, это мое личное мнение, Средний, хорошо. В интернете то же самое, но Ну там с картинками. да. Там, наверное, с картинками. Да, личная жизнь, светские песни. Хорошо. Все у вас? Хорошо, молодцы. Возвращение. Какая встреча? Куда зайдешь? Не иду покупать газеты. Интересуешься газетой? Да, конечно, мне очень интересно. Какие газеты ты читаешь? Например, я часто читаю газеты Аншая, Атрау, Махатмис и так далее. Да, личная жизнь, светские песни.
Хорошо. Все у вас? Хорошо, молодцы. Какая встреча? Куда ты идешь? Не иду покупать газеты. Вот, интересуешься газетой? Да, конечно, мне очень интересно. Какие газеты ты читаешь? Например, я часто читаю газеты «Анжаир», «Атрау», «Макатин» и так далее. Здесь много информации и новостей. А ты сам читаешь газеты? Нет, я не читаю газеты. Зачем газеты, когда есть телефон? Я думаю, очень полезно читать газеты. Сейчас многие люди не читают газеты, потому что есть телефоны, и там очень много полезной информации, чем в газете. А я сама люблю читать газеты. Хорошо. Все? Хорошо. Домашнее задание у нас составить таблицу синтез и домашнее задание подготовить словесные иллюстрации стихотворений. Вот мы читаем стихотворение, и какая картинка перед вами предстает. Вы должны мне это донести. Вашу картину, свою. Так? И продолжите предложение, пожалуйста. Сегодня я узнала о стихотворении Саши Черного «Диета и зеркало». Так. Самым интересным для меня было про газеты и биография Саши Черного. Хорошо. А еще бы я хотела узнать побольше о Саше Черном. Так, о его произведении, да? Хорошо. Амина? Сегодня я узнала о биографии Саши Черного и его стихотворении. Самым интересным для меня было стихотворение «Зеркало» и «Диета». Я еще хотела бы узнать его другое стихотворение. Другие стихотворения прочитаем. Сегодня я узнал, что между интернетом и газетой есть отличия. Так. И мне сегодня понравился диалог. Так, хорошо. Я узнал, что есть некоторые люди, которые читают книги, а которые читают из интернета. Еще я хотел бы узнать, почему многие люди не читают газеты. Хорошо. Хорошо, спасибо. Так. Можно я? Да. Хотели бы узнать много фактов. Хорошо, спасибо. Хорошо, всем спасибо за урок. Всем я поставила. Вот у нас визор. Сегодня было мне самым интересным для меня было диалог. Диалог. Очень интересно. Хорошо. Всем спасибо за урок. Урок окончен. Домашнее задание я уже выдала. Всем спасибо.